Здравствуйте! В эфире «Итоги недели», в студии Анжелика Мержоева. Далее в программе. Главное политическое событие года в стране – послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Каково содержание внутриполитического документа страны? В День Конституции прошел ежегодный общероссийский день приема граждан. Какие вопросы волнуют жителей республики? Герой России посмертно. Имя Ахмеда Катиева теперь увековечено на мемориале памяти и славы. Лыжи, сноуборд и санки. Сезон любителей активного отдыха и спорта в Джиравском районе готовится к открытию туристического сезона. Минувшая неделя началась с одного из главных политических событий года – послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Это программный документ, в котором глава государства определяет стратегические ориентиры внутренней и внешней политики. Более 1000 человек собрались в Георгиевском зале Кремля. Члены обеих палат парламента, главы регионов, представители различных религиозных конфессий. Среди почетных гостей был и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Подробнее о содержании юбилейного послания Владимира Путина расскажет Хава Султыгова. В послании глава государства изложил свое видение ключевых проблем современной России. Начал свою речь Владимир Путин с поздравления собравшихся с 20-летием Конституции и юбилеем создания парламента, подчеркнув важность обеих дат и значение их для развития демократии в России. Как подчеркнул президент, основной документ страны гарантирует права и свободы граждан, и коррективы в него нужно вносить в соответствии с требованием современности. В частности, Путин остановился на поправках, которые позволят объединить Верховный и Высший арбитражные суды. Это позволит устранить существующие ныне разночтения в решениях по одним и тем же вопросам. Владимир Путин призвал общество активно включиться в законотворческий процесс. Возрастает и роль общественной палаты. Она должна стать площадкой для выражения интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов. Там должно быть побольше профессионалов, именно профессионалов. Считаю, что их представители этих союзов должны составлять не менее половины членов общественной палаты, предлагаемых президентом. Говорил президент и об основных проблемах местного самоуправления. Среди них он назвал неразбериху с полномочиями и коррупционные скандалы. Владимир Путин призвал посмотреть на проблему еще раз. Так президент считает, что необходимо создать систему независимой оценки качества социальных учреждений, что позволит оптимизировать бюджетные расходы. Обращаю на это внимание и федеральных органов власти, и руководителей регионов Российской Федерации. Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества социальных учреждений. Этот механизм позволит увязать их финансирование с результатами работы, а значит провести эффективную оптимизацию бюджетной сети. Путин отметил рывок в развитии здравоохранения. В последние годы нам многое удалось сделать для развития здравоохранения. Выросла продолжительность жизни, снижается смертность от сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. Но мы по-прежнему далеки от нужных нам показателей. Базовый вопрос – это реальный переход к страховому принципу в здравоохранении. В половине регионов показатель рождаемости превысил смертность, но мы вступаем в трудный период. Семьи создают те, кто родился во время так называемой демографической ямы в 90-е годы. Поддерживать рост уровня рождаемости необходимо в том числе за счет жилищного строительства. Президент предложил программу «Жилье для российской семьи». По ней до 2017 года должно быть возведено 25 миллионов квадратных метров жилплощади. Также Путин указал на провалы в образовательной и культурной политике. Отдельно хотел бы сказать и о высшей школе. Большинство юношей и девушек стремится получить высшее образование. Качество университетов и вузов должно соответствовать этому запросу. Только тогда образовательный драйв молодежи станет мощным стимулом развития страны. Однако сегодня, как в столицах, так и в регионах, много вузов, которые, к сожалению, до сих пор не отвечают современным требованиям. Считаю, что для обновления всей системы высшего образования нужно использовать потенциал лучших вузов страны, делегировав им право и полномочия по оценке качества образования. Затронул президент и тему выполнения майских указов. Он заявил о недостаточности мер, принимаемых исполнительной властью для реализации целей, заложенных в этих указах. Проведение преобразований затянулось, и затянулось недопустимо. Вы знаете, что я отмечаю? То ли делается так, что это вызывает негативную реакцию в обществе, то ли вообще ничего не делается. Также был отмечен подъем экономики регионов. Основной акцент президент сделал на Дальнем Востоке. Вновь подчеркну, ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей.
Ну, например, таких, как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь 21 век. Говорил глава государства и о деофшоризации российской экономики. «Хочешь получить прибыль в России? Регистрируйся в России», заявил президент. Последняя часть послания была посвящена вопросам международной политики. Хава Султыгова. Итоги недели. Послание президента – своеобразная инструкция к действию для законодателей. Вот как прокомментировали послание Федеральному собранию в Ингушетии. В части, касающейся бюджетной политики, были затронуты следующие приоритеты. Во-первых, внедрение программного принципа формирования бюджетов на всех уровнях. Президентом Российской Федерации поставлена задача в течение 2 лет перейти на программный принцип. Мы уже начали осуществлять этот переход. Далее, следующим приоритетом является исполнение майских указов президента Российской Федерации. В этом направлении в республике проводится работа по планомерному повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Но эта работа не сводится только к повышению заработной платы. Заработная плата повышается для осуществления необходимых реформ в соответствующих отраслях бюджетной сферы, целью которых является повышение качества услуг, предоставляемых данными учреждениями населению. Особо важно было отмечена работа здравоохранения в плане системы медицинского страхования. Да, большинство здравоохранения переходит на оплату через фонд медицинского страхования. Значит, но не просто, вот как отметил президент Российской Федерации, не просто оплачивать, давать деньги лечебным учреждениям с фонда ОМС, чтобы не получилось, что это перекачка денег, а чтобы люди увидели реальные результаты. Но в этом направлении мы можем, конечно, обозначить, что у нас в лечебных учреждениях на сегодня снабжение медикаментами, то есть это за счет ОМС, практически во всех стационарах снабжение медикаментами у нас 100% идет. У нас обеспечение оборудованием довольно хорошее, и финансирование за счет средств ОМС лечебных учреждений, оно адекватное. То есть оно вполне достаточно для того, чтобы больной мог получить соответствующую помощь. Послание президента Федеральному собранию было назначено на день, когда основному закону страны исполнилось 20 лет. Это, пожалуй, одна из самых важных дат для россиян. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой и действует на всей территории России. О том, как писалась Конституция Ингушетии, лучше всего расскажет ее автор, который, кстати, в этом году тоже отметил свой юбилей – 70-летие. Мурат Юсупович – заслуженный деятель науки ЧИ СССР, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, обладатель ордена Ингушетии за заслуги и всесоюзной медали за трудовую доблесть. Как создавался основной закон нашей республики, узнавала Зарема Ивлоева. Попав в этот дом, кажется, что оказался в царстве книг. И с первых минут понятно, здесь живет необычный человек. И действительно, мало кому предоставлена возможность написать закон, по которому будет жить не одно поколение его народа. Начало 90-х. Республика только зарождалась. Келигов помогал создать новую республику, но люди не могут жить без закона, в котором четко прописаны их права и обязанности. Власть это понимала. И вот из Москвы пообещали прислать людей, чтобы написать для ингушского народа Конституцию. Как говорит философ, это задело его самолюбие. Это было весной 93-го года. Я узнал, что к нам в Ингушетию должны приехать из Москвы люди. И когда я спросил, зачем, оказалось, что для того, чтобы писать Конституцию. Где-то, не знаю, у меня какое-то там самолюбие или еще что-то. Думаю, почему в Ингушетию должны приехать из Москвы писать Конституцию, а нельзя написать в Ингушетии или людям, которые в Ингушетии живут. В общем, так получилось, что я, конечно, пытался найти, но найти желающих писать по разным обстоятельствам не получилось. Поэтому как-то я решился на это. К написанию нового закона не только автор, но и общество отнеслось с ответственностью и пониманием. На имя Келигова приходило сотни писем и обращений. В них он находил то, каким видит народ свое будущее. Келигов и по сегодняшний день хранит в библиотеке папки с этими обращениями. От отдельных людей, от организаций, неважно, это союз писателей, там, женские союзы, молодежные, там, какие-то представители структур государственной власти там, и так далее. Конечно, там самые отдельные люди, организации. Так что
все эти замечания, конечно, приходилось учитывать. Так вот, чтобы эти замечания, предложения обсудить, сначала было там конституционное собрание, потом была создана Конституционная ассамблея. Некоторые статьи обсуждались очень остро. Особенно вопрос об административно-территориальных границах Ингушетии. Один говорит, надо включить их всех. Неважно, что они сейчас в юрисдикции других субъектов, включить их, а потом будем разбираться. И вот спустя полгода кропотливой работы Конституция принята всенародным голосованием 27 февраля 1994 года. В этом году Келигову исполнилось 70. Юнусбек Евкуров приглашал юбиляра на прием и лично поздравил с днем рождения. Тем самым отметил вклад этого человека в историю своей республики. Зарема Ивлоева. Итоги недели. Слушать и услышать. В День Конституции России по поручению президента Владимира Путина в Ингушетии, как и по всей России, прошел общероссийский день приема граждан. Органы государственной власти и местного самоуправления принимали жителей региона с полудня и до 8 вечера. Наши корреспонденты восстановят хронику того дня и расскажут о том, что волнует жителей городов и отдаленных поселений. Ежегодно 12 декабря любой гражданин России теперь имеет право обратиться в приемную президента Российской Федерации, в государственные органы, а также органы местного самоуправления по интересующим их вопросам. С 12 часов дня свои двери открыли все министерства и ведомства республики. Записаны те люди, которые с наболевшими проблемами, с вопросами. Ну и, наверное, вообще Министерство здравоохранения – это такая, так сказать, сфера деятельности, где люди постоянно обращаются, то есть независимо приемный день, неприемный день, у нас куча людей, которые вот идут со своими проблемами, с наболевшими проблемами. В Министерстве здравоохранения уже в полдень начала появляться очередь. Люди обращались с вопросами, касающимися медицины. Проблема: ребенок инвалид, требуется лечение в питерской клинической больнице. Сюда пришел за квотой. Конечно, мы дадим заявку, запросим квоту данной клиники. Будем, во всяком случае, окажем содействие, то, что возможно, то, что в наших силах, окажем содействие, чтобы направить этого ребеночка в Питер, и чтобы он получил все необходимое обследование, лечение. Часто бывает, что люди обращаются в ту или иную организацию с просьбами, не входящие в ее компетенцию. Таким объясняют, куда им лучше обращаться, или же сами перенаправляют обращение. Так в Министерство образования пришла женщина, которая попросила компьютер для ребенка с ограниченными возможностями. Ее вопрос будет направлен в Министерство труда и социальной защиты. Так как ребенок уже не находится ни в одном учебном заведении республики и не находится на дистанционном обучении, мы приняли заявление, тем не менее, мы разберемся с этим вопросом и переадресуем по электронным нашим системе, отправим это в Минсоцзащиты и труда нашим коллегам. В Министерстве экономики тоже созданы рабочие кабинеты по приему граждан по различным вопросам. В основном людей интересовало развитие и поддержка предпринимательства. Посетители также хотели знать, могут ли они рассчитывать на помощь государства в открытии собственного бизнеса. Эти и другие вопросы граждане могли задать и в режиме онлайн. Информация получается здесь в личном приеме и прием в режиме связи. Вот мы такое оборудование подключили для того, чтобы можно было онлайн, если вопросы будут у людей, чтобы можно было напрямую ответить. В социальную защиту люди обращались по проблемам земельных участков, безработицы и жилья. Жительница Назрани попросила помочь с трудоустройством. Она хочет заняться шитьем на дому. Она стоит у нас в центре занятости на учете, да? И по безработице она полгода стояла, получала безработицу. Сейчас полгода она не работает. Вот пройдет 6 месяцев, и будем уже швейную машину выделим, она будет на дому работать, как многодетная семья. В пенсионном фонде с 12 дня также проходил прием граждан, на котором люди задавали различные вопросы, начиная от правильности назначения пенсии и заканчивая изменениями различных пенсионных законов. Мы, отдел по работе с обращением граждан, каждое обращение в устной форме, оно контролируется, дается информация руководству отделения. И, конечно, мы всех граждан информируем о принятых решениях по тому или иному обращению граждан. Насколько были активны жители Ингушетии и какие проблемы их волнуют, станет известно в ближайшие дни. Лейла Гайсанова. Итоги недели.
Житель сельского поселения Яндари Мустафа Даурбеков, учитель физкультуры местной школы, пришел в администрацию, чтобы узнать, когда наконец построят обещанный физкультурно-оздоровительный комплекс и футбольное поле для детей. Еще один вопрос. Будет ли молодым специалистам предоставлено жилье и льготы на коммунальные услуги? Злободневные вопросы взяты на заметку. После нескольких запросов соответствующей структуры ответы на них Мустафа получит в ближайшее время в письменной форме. Вопрос предоставления льгот на услуги ЖКХ волнует не его одного. Дело в том, что льготы, предоставляемые специалистами села, как Ингушэнерго, так и Ингушрегионгазом, трактуются по-разному. Ингушрегионгаз требует с нас некоторую плату за предоставляемые услуги, в то время как Ингушэнерго 100% предоставляет нам свои услуги. Хотелось бы разобраться с этим вопросом, почему с нас регулярно и за одни и те же промежутки времени требуют разную сумму за оплату наших коммунальных услуг. Благоустройство нового микрорайона, выделение земельных участков, оказание помощи инвалидам, строительство дошкольных учреждений и школ стали главными вопросами для жителей сельского поселения Якажево. У меня двое маленьких детей, 5 и 3 года. Я сама не работаю и хотела выйти на работу. Но как детей негде отдать в садик, в Якажеве нет садика. У меня такой вопрос. Будет ли в Якажеве построен садик? Желательно, чем скорее, тем лучше. У нас в селе планируется строительство 7 детских дошкольных учреждений. Кроме того, уже в этом году начато 2 объекта у нас. Мы проводим по улице Асканова реконструкция начальной школы под детсад. В советское время там был детский сад, потом, значит, из нехватки школьных мест он был переоборудован под школу, детский сад. Сейчас, значит, провели реконструкцию, буквально, я думаю, с Нового года этот детский сад откроется. Ждут ответы на важные вопросы и жители Кантышева. Милана Хашигульгова, Ильяс Дасхоев. Итоги недели. Во всех администрациях Сунжинского района прошел прием граждан. Каждый желающий получил возможность обратиться к власти со своей проблемой. У дверей администрации сельского поселения Аршты собралось большое количество жителей. Каждый пришел со своей бедой. Кого-то не устраивал счет, выставленный за коммунальные услуги, других вопрос водоснабжения. А учителя местной школы Джалилу Дзейтову волновал вопрос горячего питания для учащихся. Самая большая проблема, как у учителя, это проблема питания в школе. Мы бы хотели, чтобы у нас хотя бы в этом с Нового года было организовано питание в школе, горячее питание для наших учеников. Глава администрации Аршты Беали Акиев выслушал каждого жителя и дал ответы на все вопросы граждан. По оплате газа, строительству новой дороги, развитию сельского хозяйства и малого предпринимательства. Люди получали ответы и гарантии, что их вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. В Троицком жителей больше интересуют разбитые дороги, отсутствие школьного автобуса и вопрос устройства детей в детские сады. Самым часто задаваемым вопросом стал жилищный. Местные жители жаловались на плохие условия проживания и недоступность нового жилья из-за материальной необеспеченности. Я пришла насчет жилья себе. Помогите нам оформить этот городок дружбу, чтобы у нас свое было жилье, не чужое. Если нет, ну пускай хотя бы они что-то нам дадут. У нас нет собственного жилья, живем на квартире, 7 детей. Хотела бы какую-нибудь хотя бы помощь насчет жилья. Затем, как проходил прием граждан, наблюдали в правительстве. Вице-премьер Дауд Яндиев приехал лично убедиться в том, что к людям относятся с должным вниманием. Наша основная цель – проверить, насколько доступны сегодня работники органов исполнительной власти республики, гражданам республики. Собственно, у них возникает большинство вопросов, чтобы эти вопросы все не стекались на оперативный штаб правительства, чтобы, наверное, приучить работников органов исполнительной власти на местах заниматься решением вопроса, чтобы не концентрировать их всех на блок главы, на блок правительства. Прием граждан осуществлялся не только в администрациях районов, но и в муниципальных учреждениях. Люди смогли попасть к тем представителям власти, чьи двери для них ранее были закрыты. Мария Местоева, Амир Цычоев, Юнус Цычоев, Магомед Алмазов. Итоги недели. Итоги прошедшего дня приема граждан подводили в администрациях и ведомствах, а мы накануне решили узнать о первых результатах у начальника общественной приемной главы и правительства Ингушетии Муслима Эндиева. Здравствуйте, Муслим Алиханович. Здравствуйте. В День Конституции по поручению Владимира Путина по всей стране проходил прием граждан. У нас в республике в администрациях сельских поселений, городов работали приемные. Какие итоги этого дня, сколько обращений было принято и каким образом они будут обрабатываться?
За этот день, за общероссийский день приема граждан по Республике Ингушетия было около 1000 обращений в органы исполнительной власти и муниципальных органов исполнительной власти, около 300 обращений в территориальные органы, федеральных органов исполнительной власти. С этими обращениями проводится следующего характера работа. С сопроводительными письмами они отправляются ответственным лицам по компетенции, по характеру обращения. Обрабатываться они будут следующим образом. В течение 30 суток ответственные лица имеют право проводить работу с обращениями. И до истечения этого срока заявитель должен быть ознакомлен с ответом, с его обращением, что и на какой стадии, каким образом будет решаться то или иное обращение граждан. В приемную главы и правительства по Республике Ингушетия за ноябрь месяц обратилось 507 человек. Также мы получаем обращение с блога главы республики и обрабатываем пресс-обзор. По всем этим обращениям мы проводим прием граждан, мы их приглашаем к себе, ведем с ними разъяснительную работу. Надо отметить, что последний свой прием граждан глава Республики Узбек Андреевич Евкуров провел в своей приемной в Назране с выездом. Принял 16 человек. Все их жалобы, доводы, заявления были удовлетворены на месте. Такая практика в дальнейшем главой республики будет проводиться с выездом в населенные пункты. Он поставил передо мной такую задачу более масштабно проводить и более масштабно освещать работу приемной главы и правительства Республики Ингушетия. Скажите, а все ли министерства, ведомства и местные администрации хорошо подготовились к этому дню? У вас есть нарекания по тому, как проходил прием граждан? Учитывая, что это в первый раз проходит такое мероприятие, скажем, все министерства, ведомства и муниципальное образование Республики Ингушетия достаточно хорошо подготовились к общероссийскому дню приема граждан. Нареканий у нас нет. Мы проехали много приемных пунктов, а также комиссионно выезжали и заместители председателя правительства. Также у них, насколько нам известно, нареканий нет. В целом подготовка прошла очень хорошо. Был очень широкий спектр обращения граждан. Мы можем даже констатировать такой положительный момент, что по обращению у нас получилось уже и трудоустроить в этот же день заявителей. К примеру, по линии Минсельхоза был трудоустроен гражданин. Это хороший же показатель в тот же день. То есть провели довольно успешно эту работу, можно сказать. Уже есть результаты. Уже в этот же день человек трудоустроился, хотя по компетенции они могли в течение 30 суток рассматривать обращения граждан. Скажите, а какие вопросы больше всего волнуют жителей нашей республики? Больше всего заявлений граждан связаны с жилищным вопросом. Это люди хотят знать, на какой стадии, в какой очереди они, где, по той или иной программе проходят. Это просьбы обращаются к главе республики с наболевшими вопросами жилищного характера. На втором месте у нас по трудоустройству. Как правило, в последнее время все пытаются и изъявляют желание трудоустроиться в органы внутренних дел. Но мы проводим разъяснительную работу, что, к сожалению, туда у нас пока вакансий нет. Но есть другие вакансии на строительные площадки, как говорит глава республики Узбек Андреевич. Мы даем рекомендации, у нас есть справки от строительных компаний, от строительной дирекции в частности тоже. И предлагаем, и у нас есть такие примеры, когда мы трудоустраивали на строительной площадке граждан, и довольно-таки хорошая зарплата, люди трудоустроились и кормят свои семьи. Третье, я бы отметил, это обращение граждан, связанных с регистрации, с продлением статуса, вернее, вынужденных переселенцев. Здесь тоже очень остро стоит проблема, потому что, как правило, все это проходит через решение судов, решение суда. И здесь где-то, когда отказывают им, то они обращаются к главе, чтобы решили вот их проблемы. Но часто выясняется, что граждане получали
ту или иную помощь или получали ее на другого члена своей семьи, и в соответствии с законодательством, то больше требовать какой-то компенсации от республиканских органов они как бы уже не имеют права. Муслим Алиханович, наверняка были ситуации, когда с вопросами обращались не по адресу. Что делается в таких случаях? Да, и довольно часто обращаются не по адресу. В таких случаях мы проводим разъяснительную работу и объясняем гражданам, куда и в каком порядке им нужно обращаться с их заявлениями. Также неоднократно мы получаем заявления, где уже нами был дан ответ. И если в таких заявлениях нет изменения в характере обращения, если там по каким-то другим обстоятельствам ничего по смыслу не изменено, то мы имеем вправе отказать в переписке. Мы указываем, что дополнительно никаких разъяснений по данному заявлению уже выдаваться нами не будет. Если же, допустим, обращение нечитаемое, то, руководствуясь федеральным законом от 2006 года за номером 59, мы не отвечаем. Также мы имеем право не отвечать на анонимные какие-то заявления. Спасибо, Муслим Алиханович. Спасибо вам. Смотрите в следующей части выпуска. Герой России посмертно. Имя Ахмеда Катиева теперь увековечено на мемориале памяти и славы. Лыжи, сноуборд и санки. Сезон любителей активного отдыха и спорта в Джейрахском районе готовится к открытию туристического сезона. На уходящей неделе в России отметили один из молодых праздников – День Героев Отечества. В этот день чествовали самых мужественных и отважных ее представителей. У мемориала славы чествовали безвременно ушедшего секретаря Совета Безопасности Ахмеда Катиева. Он стал героем России посмертно. Его имя теперь увековечено на мемориале памяти и славы. В его честь назвали школу. А добрый и твердый нрав героя России Ахмеда Катиева навсегда останется в памяти сотен людей, кто был причастен к его профессиональной деятельности и личной жизни. Репортаж Заремы Ивлоевой. В знак благодарности за службу своему народу руководство республики вписало в историю еще одно имя. 7-я строка на плите теперь принадлежит Катиеву А.М. На мемориале памяти и славы в списках героев появилось еще одно имя. Это имя председателя Совета Безопасности Ахмеда Катиева, который трагически погиб 27 августа 2013 года. Ахмеда Катиева вспоминает в стенах школы и ставит в пример ученикам. Ахмед и в годы учебы являлся примером для своих одноклассников. И учителя школы, и его сотоварищи запомнили его как порядочного, доброго, отзывчивого, хорошего человека. День рождения школы с этого времени будем отмечать не как раньше, 11 сентября, а 21 января – это день рождения Ахмеда. Катиев теперь не только в списках героев, ведь в родном селе Ахмеда уже есть школа, которая названа его именем. В день передачи звезды родным Ахмеда учебный день в Инаркинской школе начался не как обычно, а с утренней линейки и воспитательных бесед, на которых рассказали детям о присвоении звезды. Ахмед бывал в школе настолько часто, что ребята знали его лично и не видели в нем высокопоставленное лицо, а лишь хорошего и доброго человека. Ахмед Катиев приезжал к нам на многие мероприятия, например, на 9 мая, на День учителя, на Новый год и на награждение нашей учительницы Картоевой Ашат Алиевны. Я очень горда тем, что я учусь в той же школе, где учился Ахмед Катиев. Он виделся с нами, общался с нами. Он был очень хорошим человеком, добрым, отзывчивым. Говорил нам, чтобы мы очень хорошо учились, и чтобы мы любили свою родину, чтобы мы берегли своих родителей, чтобы мы учились хорошо. Новость о гибели шокировала детей. Батыр Дзагиев учится в 6 классе, но, несмотря на свой юный возраст, смог понять всю трагичность случившегося. Россия турпалхочен котнякан Ахмеда Катиев. Хавар вуззак аман вар хамайра динал долаш. Хавар аман ишш Секретарю Совета Безопасности Ингушетии Ахмеду Катиеву присвоено название Героя России посмертно. Звезда героев была вручена его сыну в День Героев Отечества на торжественном мероприятии у Мемориала славы. Мы чествуем своего героя, человека, который преданно служил своей родине, и малой, и большой. Человек, который ни разу не задумывался о своей личной безопасности, не задумывался о своей личной выгоде, и где бы ни был, как бы
ему какие-то задачи не ставили, он всегда старался эти задачи выполнить качественно и в срок. Главное предназначение этого человека – это было то, чтобы, не думая о себе, заботиться о других. Более 2 лет Катиев руководил Советом безопасности Ингушетии и возглавлял комиссию по адаптации к мирной жизни молодых людей, которые вернулись из леса. Он не боялся за свою жизнь и помогал ребятам вернуться в семьи. С Ахмедом мы были знакомы больше 10 лет, и все это время Ахмед своей службой, своей жизнью, своими поступками олицетворял лучшие качества, которые должны были быть присущи сотруднику Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это настоящий друг, настоящий мужчина, настоящий боец. И его гибель, конечно, для нас была очень серьезной потерей. Чем больше у народа героев, тем он богаче. Но если в этот список можно попасть, только переступив черту жизни, пусть фамилия Катиева в нем будет последней. Зарема Ивлоева, Резван Аушев. Итоги недели. Памятную дату учредили в 2007 году для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто показал пример самоотверженного и бескорыстного служения людям и получил за это высокие награды. 7 героев России, более полусотни героев Советского Союза родом из Ингушетии. Летчик Мурат Оздоев один из них. В небе он был страшным противником на твердой земле, преданным другом и верным своей отчизне воином. Историю одного героя узнал наш корреспондент Руслан Албогачиев. После окончания школы Мурат Оздоев поступил в Грозненский аэроклуб, а уже после поступил в Армавирскую военно-авиационную школу пилотов и прямиком оттуда попал на фронт, где проходил службу в авиационном полку. Там ему необходимо было вести прикрытие авиации бомбардировщиков. Воевал он в начале Курско-Орловская дуга, после этого Псковская область. В этих местах, Подмосковье и вокруг Москвы, он рассказывал, ездил в Москву получать самолет. Сын Мурада Оздоева, Казбек, живет на Зране и с гордостью рассказывает о военной службе отца, каким он был солдатом и как заслужил звание героя. И хочется, чтобы по стопам Мурада Оздоева пошел его правнук Абдулмалик. Ему сейчас 2 года. Он рассказал маленькую историю, когда они сопровождали бомбардировщики, один летчик отставал от них. И когда они, выполнив задание, обратно летели, он пристраивался. Это отец узнал. Когда они обратно задание выполнили, летели домой, пристраивался. И один день отец не выдержал, выхватил пистолет и хотел его застрелить. И этот друг его, Суровечкин, рукой отвел этого летчика, перевели в другую часть. Мурат Оздоев был старшим летчиком 431-го полка истребительной авиации. Во время Великой Отечественной войны он совершил 248 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 8 самолетов противника. Последний вылет летчика состоялся 25 января 1944 года на прикрытии штурма железнодорожной станции Маево в Псковской области. Во время боевого задания в самолет Оздоева попал зенитный снаряд, но он направил машину на эшелоны врага, а сам выпрыгнул с парашютом. При падении получил ранение и попал в плен. И только 8 мая 1945 года лагерь, где находился Мурат Оздоев, был освобожден советскими войсками. Характеристика должностная на Мурада Оздоева, которая подписана командиром 431-й истребительной эскадрильи краснознаменного полка за подписью капитана Литвинова, где в своей служебной записке вывод он пишет, что в мирное время целесообразно оставить в рядах вооруженных сил Красной Армии с использованием истребительной авиации. После освобождения из плена Оздоева восстановили в военном звании и поставили в строй. Но уже в 1946-м его увольняют из рядов вооруженных сил и вместе с семьей депортируют в Казахстан. Только спустя 11 лет он смог вернуться домой в Назрань. Мурат Оздоев часто рассказывал историю о том, как в 1942 году он сбил свой первый вражеский самолет-разведчик Рама. В него трудно было попасть, но Оздоеву это удалось. За это его представили к званию Героя Советского Союза. Но органы госбезопасности тогда запретили давать это звание ингушам. Историческую справедливость восстановили 8 мая 1995 года указом президента России за мужество и героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Младшему лейтенанту авиации Мураду Оздоеву было присвоено геройское звание. Руслан Албогачиев, Магомед Измайлов, Резван Аушев. Итоги недели.
Он был ингуш и звали его Умадгирей Барханоев, старший лейтенант пограничных войск и последний защитник Брестской крепости. Остался жив после мощной воздушной атаки немцев. Он и погиб, не дав возможность взять себя в плен. Солдат, которому так и не присвоили звание героя, но чей подвиг вызвал уважение даже у врагов. О человеке-легенде в сюжете Светланы Томовой. Умадгирей Барханоев был очень отзывчивым и исполнительным молодым человеком, рассказывают его двоюродные братья. В 1939 году он добровольно ушел служить в армию, поскольку хотел быть похожим на своего дядю Лорса Барханоева, который участвовал в русско-японской войне и был мужественным человеком. Со слов старших, Умадгирей ушел добровольно в армию. Закончил военную школу пограничников. Тогда Калининград называли Кенигсберг. Там он служил, и уже оттуда его как пограничника направили в Брест. Он был патриотически настроен к войне. После того, как уехал служить, всего несколько раз написал матери письмо. Когда его войско перекинули в Брест, от него больше не было вестей. Барханоев числился без вести пропавшим. Но его мать все равно надеялась увидеть своего ребенка живым и всегда носила фотографию сына с собой. Фотографию Умадгирея мать хранила у сердца. Тогда за потерю кормильца платили 16 рублей. Она собрала эти деньги и раздала милостыню. Она говорила, что раньше слышала, что когда человек умирает, его фотография становилась черным, а фото сына всегда было белым. До самой смерти она ждала его. Нацистам казалось, что никто уже не остался в живых, что от крепости остались одни руины. Но здесь и руины продолжали стрелять. И тогда немцы нанесли мощнейший удар с воздуха, после которого выжить шансов не было ни у кого. И когда гитлеровцы уже праздновали победу, откуда-то из пылающих развалин вышел, как им показалось, старик в форме советского офицера, почти слепой, израненный, но с гордо поднятой головой. А ему было всего 22 года. «Кто ты?» — спросил его немецкий переводчик. «Я советский солдат», — ответил последний защитник крепости. Немецкий генерал вдруг по-русски отдал ему честь. За ним последовали и другие. А человек в форме советского старшего лейтенанта выхватил из кобуры пистолет и выстрелил себе в висок. Немцы были поражены его поступком. Похоронили они его с воинскими почестями. Памятник Умадгирею Барханоеву в форме и с оружием в руках был открыт на мемориале памяти и славы в Назрани. Позади него фрагмент обстрелянной врагом стены Брестской крепости. Прочитав о его подвиге, член Совета писателей России Борис Шадышев написал о нем книгу в 2 томах, о его молодости и жизни, со слов родственников и сестры. Меня, конечно, взволновала судьба или, там сказать, история Умадгирея Барханоева. Он не боится ни смерти, и ни их он не боится, а просто не хотел находиться в плену в таком состоянии, когда он постепенно теряет зрение. Вот. И он решил покончить жизнь своим самоубийством. Как бы ни говорили, там, можно, нельзя, но он поступил действительно правильно. 90 уроженцев Ингушетии защищали Брестскую крепость. Они были разных национальностей, но цель у них была одна – защищать свою родину, несмотря ни на что, даже ценой своей жизни. Светлана Томова. Итоги недели. Вспоминают мужественных и отважных, честных и справедливых не только по праздникам. В субботу глава республики вручил государственные награды нашим землякам. Среди них известные личности и обычные жители. Отдавая дань памяти тем, кто ушел из жизни, но остался в памяти, торжественную церемонию начали с вручения орденов мужества посмертно. За самоотверженность и отвагу наградили старшину Ислама Миржоева. Передали награду отцу военного. Еще один защитник Отечества, сержант Румит Плиев, удостоен высокой награды. Из рук главы медаль получила мать Плиева, Лида. А вот благодарность президента Владимира Путина получила Лейла Албагачиева, единственная альпинистка в России, дважды покорившая Эверест с обеих его сторон. Госнаграду за заслуги перед Отечеством вручили главе администрации Назрани Алихану Тумгоеву. На встрече чествуют представители разных сфер деятельности и профессий, тех, кто отличился в деле развития и становления Ингушетии. Награды также вручены за благотворительную деятельность, патриотизм, также отмечены работники здравоохранения, деятели культуры и искусства.
До Нового года чуть больше 2 недель, но уже сейчас районы и городские администрации заняты праздничным оформлением своих подведомственных территорий. На центральных площадях устанавливают, наряжают елки, вдоль автотрасс развешивают разноцветные флаги и гирлянды. Работники Министерства культуры готовят массовые уличные гуляния. Практически в каждом госучреждении планируют провести разнообразные акции и новогодние мероприятия. Праздник, как известно, семейный, а потому и завлечь надо каждого. Готовятся горячие новогодние пари и спасатели. Операцию под условным говорящим названием «Елка-2013» проведут в Ингушетии сотрудники МЧС с 15 декабря по 10 января. Проверят на пожарную безопасность те места, где будут проходить праздничные мероприятия. Ведь именно в этот период увеличивается количество чрезвычайных происшествий. Особое внимание сотрудники МЧС уделят исправности автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей. Также проверят противопожарное водоснабжение, состояние выходов и пути эвакуации. Если обнаружат сбой, нарушителей оштрафуют. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. А объекты с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, в отношении них будут приняты самые жесткие меры административного воздействия – это административное приостановление деятельности. Будут проводиться не только проверки противопожарного состояния данных объектов, но и также будут проводиться беседы, противопожарные инструктажи, а также будет организовано распространение наглядной агитации. Нам бы хотелось обратиться к руководителям данных объектов, принять все необходимые меры по недопущению нарушения требований пожарной безопасности в период празднования новогодних праздников. Готовится к Новому году и театр юного зрителя. Морозный декабрь для них горячая пора. Дети ждут волшебства. Вызвать из Великого Устюга Деда Мороза, позаботиться о том, чтобы он не позабыл прихватить подарки, организовать к его приезду пышное новогоднее представление. Над этим и трудится весь творческий коллектив. Зарима Бекова подробнее. В этом году Тюзу исполнилось 20 лет. Все эти годы он неизменно радует интересными постановками, но особенно артисты театра стараются порадовать детей в Новый год. В этом году они подготовили необычное театрализованное шоу под названием «Новогодние приключения Гордади и его друзья». В прошлом году у нас было цирковое шоу, такое новогоднее цирковое шоу. А на этот раз мы решили сделать совершенно неожиданное. Мы решили, что мы будем встречать Новый год во всех странах. И все Дед Морозы разных стран мира приедут к нам сюда в Назрань, и мы вместе с ними встретим Новый год. Для того, чтобы представление получилось ярким, директор театра Муса Хадзиев пригласил поработать над шоу художника-сценографа Наталью Кашенину и балетмейстера Михаила Белова. Белов в Ингушетии не в первый раз. Дважды он работал над новогодними спектаклями, а также принимал участие в постановке хореографии и режиссуры к спектаклю «Лампа Аладдина». Это новогодняя сказка. Она необычна тем, что взяты разные национальности, разные страны. И, естественно, разные танцы, то есть разножанровые. Тут присутствует и Швеция, и Англия, и Германия, и Ингушетия, естественно. В финале будет большой такой ингушский танец, вот в бурках красивый. И интересно работать с актерами, потому что они хорошо переключаются с одной национальности на другую. Сами артисты Тюза довольны сценарием и говорят, что в этом году на сцене будет что-то новое. Я в спектакле играю фею-колдунью Жары. Я играю. Но во всех спектаклях какая-то противоречивая роль должна быть, чтобы был какой-то конфликт. И поэтому вот я хочу испортить весь этот Новый год. Я хочу, чтобы все растаяло. В общем, и мне помогает в этом Гарбаш. И мне бы хотелось, вот, пользуясь случаем, пригласить всех наших детишек на этот прекрасный праздник и сказать, что с каждым годом у нас все интереснее и интереснее проходят эти новогодние представления. А дети, в свою очередь, с нетерпением ждут праздничных выступлений с участием Деда Мороза. Я в прошлом году была на новогоднем спектакле. Мне очень понравилось. Я попрошу маму, чтобы она еще раз повела меня. Ждать спектакля детям осталось чуть более 2 недель. Премьера 26 декабря. Зухра Гамбердова, Зарима Бекова, Рахман Цуров. Итоги недели. На минувшей неделе отметили Международный день гор. По всему миру проводились симпозиумы, семинары, лекции. И все для того, чтобы обратить внимание на важность развития горных регионов. Наша республика напрямую связана с этим праздником. В Джирахском районе готовится к открытию зимнего туристического сезона. Уже совсем скоро жители Ингушетии и туристы смогут опробовать крутые склоны. Подробнее расскажет Руслан Албагачиев.
Лучше гор могут быть только горы, которые готовы принять туристов. В Джейрасском районе готовятся к открытию лыжной трассы. Осталось оформить последние документы и наладить систему, которая позволит засыпать склоны искусственным снегом. Канатная дорога уже работает в тестовом режиме. Здесь, говорят, первые гости смогут прокатиться на лыжах в канун Нового года. В данный момент идет тестирование канатной дороги, испытание контрольно-измерительных приборов, механической части. Это вот по канатной дороге. Также уже начато и близко к завершению детская учебная трасса. Сейчас завершаются земляные работы и будет потом установлен сразу сам бэби-лифт, то есть подъемник. Горнолыжная трасса заканчивается у здания лечебно-оздоровительного комплекса. Здесь уже ощущается настроение праздника. Как посетители будут отмечать Новый год, здесь уже знают. Сценарий торжеств готов. На сегодняшний день лечебно-оздоровительный комплекс Арамхи, можно сказать, полностью готов к приему гостей не только из Ингушетии, но и за пределы нее. Сегодня готовы комфортабельные номера, разработано специальное меню. Впрочем, в Горную Ингушетию едут не только за острыми ощущениями от спуска по горнолыжной трассе. Всего в часе езды на машине один из древнейших христианских храмов России – Тхаба-Ярды, и башенные комплексы Вовнушки, Эгикал, Эрзи. Так что интересно будет любителям не только спорта, но и истории. Руслан Албагачиев, Магомед Измайлов, Резван Аушев. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. До свидания.